Сегодня я хочу рассказать вам про старинные вещи и про озеро. Вы спросите, а где тут связь? Старые бытовые вещи– это национальное культурно-историческое наследие, а озеро, это может показаться неожиданным, является духовным наследием. В Чеченской Республике есть два озера, происхождение которых, по легендам, связано с божественным вмешательством. И лично я, глядя на эти воды, испытываю великое уважение и трепет перед лицом все это сотворившего. Но начнем по порядку. Мы сегодня находимся в селении Дышно-Ведено, в школе номер 1 имени Загаева, Героя России. Здесь в музее краеведческом при Аргунском историко-архитектурном музее-заповеднике Чеченской Республики. Здесь представлена материальная культура именно та, которым мы, наши предки, племена наши пользовались в быту. Тут представлена посуда, непосредственно которым мы, наши предки, пользовались, медные кувшины, потом керамика, которая необходима была для жизни людей. Здесь представлены некоторые виды оружия, кинжалы, топоры, разного вида предметы, необходимые для снаряжения лошади, например, телеги и все такое. Сейчас подробно можем немножко остановиться на черепицах. То есть черепицей раньше, сейчас их не покрывает, покрывали все дома, все объекты сельского хозяйства. Посмотрите, какая уникальность его, узорчатые. Это очень редкий вид. Сегодня, к сожалению, большому, мы таких строений не имеем, где были бы покрыты дома наши черепицами. Характерность его выделяется в том, что они очень долговечны, потому что из жженой глины сделаны так же, как и кирпичи. Каждый мастер выводил свой рисунок, у каждого мастера была своя индивидуальная тавро. Здесь, например, 1904 год, Магомед написано. В любом случае, так мне перевели его. Вот. Таких вот я не находил ни в Шадаргунском ущелье, ни дальше туда. Здесь даже видно отпечатки пальцев. Посмотрите, вот мастер, когда делал, он брал большие пальцы довольно-таки. Да. И вот обратите внимание на эту черепицу. 1925 год, пожалуйста. Здесь, значит, на арабском языке, вот оно, по-арабскому так, арабский шрифт, а здесь на нашем. Это в зеркальном изображении надо смотреть. Мастер немножко ошибся, и получилось у него в обратном порядке. Да. Надо было ему в обратном порядке писать, и не 1900, а вот 5, 2, 9, и тогда бы получилось. И здесь мы видим арабскую вязь очень четко, но его надо тоже перевести. С этой стороны мы видим, и да, здесь тоже другое. видим. Да. И с другой стороны, совершенно разных, совершенно не похожи друг на друга, разные читания. Но знаете, в чем еще удивительная ситуация? Ведь эта черепица лежала на крыше. Да. И люди не видят эту черепицу, она ведь на крыше лежала. Да. Вот, поэтому, да. Но мастер и арабскую надпись там сделал, и узор сделал. Ну, со временем, конечно, их не будет вообще. И здесь он музей будет представлять в единственном экземпляре и ценность для будущего поколения. Вот, например, возьмем вот эту черепицу. Самый простой способ изготовления. Но здесь, однако, мы видим, значит, тавро мастера, изготовителя. Это точно мастер. Это точно мастер, потому что таких черепиц у меня сломанных было несколько штук. Вот. Это точно тавро мастера. Такие черепицы выпускали, значит. Легкие, однако, очень легкие. Очень Мы легкие. Тоже с Адашем, когда ходили по горам, да. По заводам, по черепичным, она легкая, очень чистая. легкая. Да. И это значит, отличительная особенность чеченских мастеров. Да. Дагестанская черепица, она тяжелая. Да. Вот, например, она черепица без всяких тавро, без мастера, но, однако, красивая тоже. Очень красивая. Красивая черепица. Такую черепицу можно еще на домах увидеть. Можно. Здесь свой есть год издания, 1813 год. В этом нету, потому что я не чистил, но это малых габаритов пушка.
Так, одна, значит, у нас цельная, это уже стенобитная, так, а вторая, зажигательная должна быть, с дыркой. Ничего себе. И туда Понимаете? засыпался порох. Да, и порох засыпался, и он взрывался. При ударе на стену он взрывался. И стена, значит, большей мощностью падала, чем, например, вот эти цельные ядра. Стреля. Смотрите, украшено серебром. Серебром украшено. Первый раз в жизни вижу, уважаемые товарищи телезрители, серебряное стремя. Да. Это богатое. Да, богатая это сбруя такая. богатая сбруя. Вот шпоры. Может, телезрители не знают, что это такое шпоры? Шпоры – это обычно гусары, офицеры носили, подвязывали к пятке ноги сапогу, чтобы ногу убирали отсюда и толкали в бок. Немножко больно бывало, вот он, крючки его, они должны быть, крутиться должны. Вот, ударяли, значит, в бок лошади, и лошадь свои действия бежала, да. В данный момент найден в земле на глубине метр. Его мне передал местный житель. Пока мы не знаем, что это могло быть, но в любом случае он, наверное, не с винтовки, не с оружием, а отдельно, значит, копье. Ну, возьмем, например, как в средние века, как сараис. Вот такого рода. Очень крепкое, очень сильное. Вот шампура. Шампура от винтовки. То есть от нашей вот кремневой винтовки. Здесь он закручивался. Вот. И шампура. Сюда продевались тряпочку, масло и чистили. Когда смотришь на Харачой сверху, замечаешь, как много переплетено дорог. Я никогда не думал, что дорога для горцев настолько почитаема. Старики говорили, можно из мечети взять камень для строительства дороги, но нельзя из дороги взять камень для строительства мечети. Буквально за несколько месяцев было сделано вот эта дорога ручную. И задействованы были более 5000 человек. Да. Царская армия. Да. Кирками, ломами, молотками. Все эта дорога впервые была проложена именно в 1891 году, чтобы император мог приехать туда и увидеть своими глазами это чудесное озеро, Голубое озеро, который и ныне остается достопримечательностью чеченского народа. Оказывается, еще трудности были, препятствовали, потому что цельный камень невозможно было руками так рубить его скоро. Для этого нужны были годы. Императору было доложено, что никак невозможно. Ложите на каждый, закройте дорогу, выложите серебром, деньгами, и пусть по этому серебру, значит, сделать дорогу. Вот поэтому была сделана эта дорога, так говорят. Вот. Он доехал благополучно на своей карете, заехал, значит, до Анджи, вышел в Дагестан по этой дороге и вернулся благополучно. Вот такая история. Она еще засвидетельствована путешественниками нашими. А серебряные монеты выкладывали дорогу, это, наверное, в переносном смысле, что заплатите серебром тем, кто строит. Вот именно, это было переносом. Платите денег, больше не жалейте. Казну я открываю, сколько надо, дорога должна быть проложена. И дорога была проложена. И до сих пор эта дорога называется царской дорогой. Царская дорога. Да, в чеченской памяти она осталась царской дорогой, начиная от Грозного и до Голубого озера. Царская дорога. Мы сегодня говорим Патчахнек, то есть царская дорога. И вот, уважаемые телезрители, это самая дорога, вот, по которой мы едем. Вот она. Представьте себе, выходит за эту гору, опять буквально на 10 метрах опять проходит он сюда. И вот таким образом
Это поднимается дорога на имама Шамиля, да? Да, и он выходит на эту гору и на Харами идет, в Дагестан. То есть соседний вот они, две Дагестан. параллельные дороги. Да. Но удивительно, уважаемые товарищи телезрители, рядом с Даем тоже есть дороги имама Шамиля, и они тоже все зигзагообразные. Они все зигзагом идут. Да. Почему он так зигзагом строил, непонятно. И дальше она идет до Голубого озера, прямо, до казино Ям. Мы находимся в высокогорном районе Веденского района, у озера Казиной-Ам, называемый. Это самая достопримечательность не только нашего района, но и всей республики, и даже в целом на Северном Кавказе. Озеро, значит, глубина его считается 36-76 метров, объем воды 66 миллионов кубометров, однако мне кажется, что тут воды еще больше. По периметру, значит, озера 10 километров, две речки впадают сюда. Это Каух, 5 километров от Харами, гора Харами, и Карсум, 7 километров от Кашкарлам. А это озеро подпитывается именно речками? Подпитывается именно вот этими двумя речками. Но, однако, говорят, еще есть подземные источники, которые нам неведомы. Но это говорят ученые, специалисты, которые исследовали эту озеро. На этом стороне, на краю, на южной стороне нашего озера, так, должны быть 7-8 колодцев, которые уходят в воду и питают, раньше питали, значит, 4-5 мельниц по ущелью Чож. Это в каком году эти колодцы были сделаны? Эти колодцы они природные, они не сделаны, так? Карстовые пещеры. Карстовые такие. пещеры, да. Карстовые пещеры. Объем воды здесь иногда колеблется от 8 до 16 и даже 17 метров. Вот такие данные мы имеем. Подъем воды, значит. В засушливое лето, когда нет дождей, эти колодцы выделялись, они появлялись из-за воды, в результате чего, значит, в низовьях реки Чож останавливались мельницы. Вот. Поэтому они, значит, прорубали канавки к каждому колодцу, в результате чего вода уже доставала, значит, до колодцев и работали мельницы. И вот, уважаемые товарищи телезрители, 4 года назад я здесь ездил, даже 4,5 года назад. Здесь была очень узкая и неудобная дорога, и я все боялся сорваться, ее практически не было. Сегодня мы проехали по совершенно удивительно замечательно сделанной дороге. И я даже не ожидал, что она будет в таком прекрасном состоянии. И действительно, значит, до недавнего времени, значит, здесь дорога была очень узкая, в некоторых местах только машины останавливались и можно было проехать. А сегодня мы видим 10-15 метров шириной дороги благодаря главе нашей республики Рамзана Кадырова. Все это сделано очень хорошо, прекрасно. Здесь могут поехать тяжеловозные машины, КАМАЗы, большегрузные трактора даже. Все нормально сейчас, очень хорошо. Ведь это сейчас можно привлекать туристов сюда. Обязательно, Вот. обязательно. Обратите внимание, сейчас строятся дома сборные. Ну, в ближайшее время этот край готов принять туристов. И вот здесь вы можете видеть, кромка — это лед. Буквально недавно лед сошел с озера. Вода сейчас чистая, прозрачная. И вот лед еще остался. В этом году здесь мороз был большой наверху. Есть много различных версий возникновения озера Казиной-Ам, но оно продолжает хранить свои тайны. Если бы, например, был бы удар метеорита большого, так, здесь был бы катер большой, огромных размеров, катер, так? Хорошо, но он катер был бы как от бомбового удара, правильно ведь? Круглый, как чашка, так? Почему тогда вот эти валуны здесь, там и там? Везде они. Некоторые ученые говорят, что лед вышел оттуда, от удара, от землетрясений. Но если лед вышел, глыбы большие, то почему не смело по дороге вот эти камни, вот эти валуны? Почему не смесло? Тоже правильно. Вот. Сегодня мы имеем озеро, пожалуйста, две речки втекают сюда, Карсум и Каух.
Так, подземные источники уходят снизу, и тут же, возможно, есть и свои источники автономные, там где-то, потому что у нас же в горах везде родники. Да, конечно. Если за счет того он и держит баланс. Выход воды и подход воды. Вот он, на одном уровне он держится вода. И что характерно, если взять так конкретно подумать, то рыба здесь, которая речная, она же речная форель, да? Она сейчас огромных размеров. Есть и 8, есть 12 килограмм. Есть. Один Мы сами анди- тоже поймали. Поймали, Мы да? сами 12 килограмм поймали здесь. И вот здесь вот, посмотрите, какая форель. Это именно казиноямовская форель, да? Местные рыбаки поймали 18 килограмм она, да? килограмма. Рекорд за последние 10 лет. Посмотрите, какая рыбина была выловлена в этом озере. Еще покажу. И эти тоже две рыбины здесь плавали, да? Ну ничего себе, какие огромные рыбы. Вот это значит слова правда, что действительно в этом озере водится такая рыба. Да, да, действительно в этом озере. Спасибо вам за то, что вы показали. Единственный в мире известный ученым это казиноамовская форель. Больше нету таких крупных размеров рыб. Нету. Вода чистая, очень прозрачная, питьевая. Но слава Аллаху, что у нас есть столько запасов воды. А онлайн сколько Питьевой. Да. надо? Сколько надо есть? Невозможно представить монгольские степи без табунов коней, как невозможно представить Кавказских гор без лошади. Даже когда можно почти в любое место доехать на машине, конь остается в горах как дань многовековой традиции.